Открытие аэропорта и, соответственно, открытие в нем ветеринарного пункта – одно из самых значимых событий для Республиканской ветеринарной службы в прошлом году. Роман Джопуа, начальник службы, отметил, что в процессе работы там были серьезные трудности, но со временем их удалось преодолеть. Конечно же, открытие аэропорта – это большое значение для всей республики, но для нас с вами это оказалось затруднительным в том плане, что мы не закладывали по финансированию, у нас получился сбой. Тем не менее, нам нужно было обслужить аэропорт по части ветеринарного контроля. И были очень серьезные трудности. Нужно было набрать персонал дополнительно. Нам это пришлось сделать и потом, значит, и финансировать из имеющихся у нас средств по ранее принятому бюджету. Говорили и о жалобах туристов по поводу фактов несоответствующего содержания некоторых диких животных. По словам Романа Джопуа, каждый раз проводится расследование, и чаще всего информация не соответствует действительности. Но тем не менее такая проблема существует. Эта проблема есть, но в первую очередь нужно сказать, что не нас с вами это напрямую касается. Есть другие структуры, но тем не менее мы тоже не должны оставлять без внимания. Когда такое указание регулярно, сам Вараздат Мелконович мне регулярно по этому вопросу звонил, и мы каждый раз, значит, реагировали, ездили, и вам докладывали. В общем, вот так, таким образом. А дальше вот как мы, естественно, должны как-то выработать, и это уже не под нашу силу, конечно, Вараздат Мелконович, но в правительстве, наверное, надо какое-то решение принять по поводу, может быть, ужесточения правил охоты, там, это тоже озвучили там. Вараздат Минасян, вице-премьер Абхазии, поблагодарил сотрудников ветслужбы за проделанную работу и профессионализм, отметив важность их деятельности. Ведь ветеринарная служба – это не только забота о животных, но и безопасность продукции. Сегодня я здесь также нахожусь, чтобы услышать все те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Как минимум вы будете услышаны, да, и как максимум мы будем стараться выполнять эту работу, да, полноценно, как бы с поддержки правительства, естественно, премьер-министра нашего, руководства нашей страны, и будем взаимодействовать обязательно и стараться выполнять все те задачи, которые перед нами ставит наше общество и государство. Одна из главных проблем ведомства – нехватка специалистов. К примеру, в Ачамчирском районе всего 4 ветврача и 2 лаборанта. Работают без выходных и праздников, но всегда готовы помочь. В районе также сложная ситуация с распространением шакалов и волков. В день поступает до 15-20 звонков. Специалисты стараются вовремя приехать на место происшествия, но пострадавшее домашнее животное не всегда удается спасти. Это серьезный урон наносит нашим жителям Абхазии, нашей стране. Не то, что там Ачамчирский район, по всей Абхазии это серьезная проблема. Никак мы против этого ничего не можем решить. А людей, конечно, жалко. Пока сюда не доехал, до Сухуми, где-то с 8 начали 3 укуса за сегодняшний день. Но сейчас, благо, что зима, холодно, животные домой приходят. А когда летом, когда жарко, они бывают, очень часто остаются в лесах, в разных местах или в участках оставляют люди. Вот тогда, конечно, серьезная проблема. Районные ветслужбы ведут работу по профилактике и лечению домашних животных от различных заболеваний. Также под их контролем торговые объекты, занимающиеся хранением и реализацией мясомолочной продукции. Аэлита Арутюнян, Фатима Герги, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.